Продолжаем нашу серию в рамках IT-мероприятий, которые мы проводим совместно с программой развития ООН в Кыргызстане и с парком высоких технологий в Кыргызской Республике. И продолжая развивать тему о цифровой индустрии в целом, мы сегодня хотим поговорить о электронной коммерции и о том, какие возможности она дает для всех нас. Что такое электронная коммерция? Что она сейчас из себя представляет? Это сложно, страшно или это легко и доступно? Электронная коммерция – это очень обширное понятие, которое включает в себя несколько направлений, но сейчас принято под этим сочетанием иметь в виду именно торговлю, то есть онлайн-торговлю между, допустим, людьми, между компаниями и так далее, и так далее. То есть, если вкратце говорить, то так. Вы прям как раз ответили на мой вопрос, какие возможности раскрывает электронная коммерция сейчас и почему люди в принципе, могут об этом задумываться. Ну, смотри, здесь как бы есть несколько «за» и есть несколько «против», или не «против», а «но», наверное, да? Если мы говорим «за», то вход, грубо говоря, да, в этот бизнес, он достаточно, относительно не так, наверное, дорог, как вход в офлайн бизнес. Да, допустим, есть мир цифровой, а есть мир аналоговый. Если мы говорим про именно цифру, то, соответственно, людям намного проще. Почему? Потому что для того, чтобы начать что-то продавать в интернете, не нужно много денег, допустим, да, не нужно много ресурсов и не нужно, в принципе, много каких-то знаний, потому что, в принципе, все это доступно, и есть готовые инструменты, которые раз, два, три позволяют тебе начать продавать. Есть, опять-таки, несколько «но», которые позволяют говорить, что это не так просто, как хотелось бы всем. Но все-таки аргументы «за» их больше. Я думаю, что в рамках нашей страны, где очень много молодых людей, которые с мыслью в голове, чтобы начать делать, чтобы зарабатывать денег, это позволит вступить и начать работать в рамках электронной коммерции. Вот интересно узнать, вы не задумывались, как человек, который хочет, скажем, торговать электронно, может преодолеть вот эти вот «но», о которых вы говорите? Значит, для того, чтобы что-то начать делать, необходимо для себя понять, чем ты хочешь заниматься. То есть я призываю, наверное, людей начать продавать что-то, либо предоставлять какие-то услуги в интернете. Поэтому для себя необходимо решить, что тебе нравится, что ты любишь делать, либо ты в чем-то хорошо разбираешься. Допустим, есть ребята, которые недавно запустили достаточно такой прикольный проект, онлайн-кинотеатр. Казалось бы, да, онлайн-кинотеатр, но если сейчас сложить несколько условий, то получается, что да, в Кыргызстане тоже можно создавать онлайн-кинотеатры и достаточно быстро это все распространять и находить для себя целевую аудиторию, которая будет требовать: ребята, дайте мне аккаунт, я хочу зарегистрироваться, я хочу заплатить, потому что я хочу посмотреть на свежий фильм на кыргызском. И вот такой вот контент сейчас достаточно в большом спросе, то есть мы видим у ребят. Слушайте, если спросить у ребят, допустим, почему они это сделали, почему они решили именно этот бизнес, а они начали торговать какими-то продуктами либо вещами через Инстаграм, то они скажут, что нам это нравится. То есть мы любим мы любим производить собственное какое-то шоу, любим производить какой-то контент, именно на кыргызском языке, хочу заметить. И, наверное, еще одно «но», которое нужно преодолеть, это, наверное, минимальные знания, которые необходимо все-таки приобрести. То есть просто зайти с улицы и начать продавать что-то, заниматься предоставлением каких-то услуг не получится. То есть необходимо все-таки иметь какую-то базу, либо пригласить к себе в команду человека, который разбирается в таких вещах, как интернет-маркетинг. Да? Очень хотелось бы узнать в целом, какие технологии, вот я не знаю, корректно ли будет вот именно так вопрос задавать, но я задам его так. Какие технологии сейчас вообще есть и какие, я не знаю, может быть, платформы, площадки есть для того, чтобы можно было начать, продавать онлайн, назовем это так? Да. Смотрите, сейчас технологий, каких-то инструментов, которые позволяют начать свое дело, свой бизнес в интернете, достаточно много. Потому что если мы говорим об истории, наверное, развития электронной коммерции, то мы говорим об таких
наверное, сроках порядка 30-40 лет. Потому что для нас, для нашей страны электронная коммерция – это вот где-то, наверное, вчера. Очень много инструментов, которые доступны, конечно же, и жителям нашей страны. То есть много платформ, которые позволяют тебе создать сайт с функциями интернет-магазина, и они, в принципе, бесплатные. Есть очень много сайтов-конструкторов, наверное, всем известные из них это Wix, это Tilda, на которых можно создать сайт, наверное, за один день. И для себя, в принципе, да, там, нарисовать какой-то дизайн, который мог бы тебя там как-то, грубо говоря, дифференцировать на рынке. Вот. Разместить фотографии, изображения своих продуктов и начать где-то продавать. Вот. Если говорить про, ну, как бы это одно из составляющих. Но и, соответственно, надо непременно сказать о том, что если вы занимаетесь предоставлением каких-то услуг, либо продажей каких-то товаров, там, продуктов, то вам нужно предоставить вашим клиентам удобный способ оплаты. Вот как раз-таки, если мы там сравниваем конверсию между магазинами, где есть там одна платежная система, и между магазином, у которого достаточно большое количество методов оплаты, то мы видим большую разницу, конечно, да, в сторону того, что у магазина, где присутствует достаточно большое количество способов оплаты, у него конверсия продаж намного выше. То есть клиенты, заходя на сайт, они должны найти тот способ, который для него будет удобен, либо которым он пользуется. Там, да, мы сейчас говорим про различные банковские карты, они тоже, да, между собой делятся. Есть, допустим, электронные кошельки в нашей стране, их достаточно большое количество. Вот. Можно просто подойти к ближайшему там магазину либо супермаркету и пополнить через терминалы наличными. Это все также будет, да, там, касаться методов оплаты. Поэтому здесь опять необходимо подойти к тому и задуматься, какой метод оплаты на моем там ресурсе будет максимально удобен, да, и даст для моего клиента возможность заплатить в любой точке там, или там, не знаю, из любой точки страны, в любое время суток. И это прям еще один плюс. Вот сейчас вот как раз очень хотелось подвести к тому, чем занимается компания Paybox. Что такое Paybox и какие задачи вот ваша компания ставит перед собой, чтобы решить, например, в Кыргызстане? Какой неожиданный вопрос, Айсула. Какой неожиданный вопрос. В общем, если говорить проще и простым языком, то Paybox Money – это платежный агрегатор, который дает возможность для предпринимателей, для бизнеса, которые достаточно активны в интернете, разместить на своем ресурсе, будь это там какой-нибудь сайт, будь это какое-то приложение, а может быть вы работаете без там, да, этих ресурсов в офлайне, получать оплату безналичным способом, используя наш инструмент. То есть это достаточно удобно, быстро, с гибкой настройкой для себя. Вот если это вкратце. Какие мы, допустим, да, даем возможности для наших предпринимателей? Если у вашего там, да, ресурса возможность купить билет там существует только в одном виде, там, банковской картой, то это здорово, это хорошо. Но если на вашем сайте купить билет можно будет другим способом, и если этих, там, допустим, способов будет множество, это еще лучше. То есть это решает проблему как вашу, это решает проблему так и вашего клиента. И как раз-таки, чтобы на вашем сайте было множество этих способов, компания Paybox Money предоставляет вам такой сервис. Вот. Если говорить, там, кратко расскажу там, о нашей компании. Наша компания берет начало в Казахстане. На рынке мы уже 6 лет, 7-й пошел. Вот. И в Кыргызстане мы уже работаем 3 года. Вот. У нас достаточно большое количество клиентов, которые представляют, там, допустим, разные сферы. Это, допустим, какие-то сервисы доставки. Это множество сайтов, которые предоставляют онлайн-тренинги на разную тему. То есть сейчас мы тоже видим большой поток бизнеса, которые говорят: ребята, вот у нас есть сайт, у нас есть готовые тренеры, которые готовы обучать программированию. Это, кстати, тоже относится к тому, что большой спрос. Классно. И большой процент там, тех ребят, которые готовы делиться знаниями по программированию. И это очень здорово. Меня это очень радует, потому что, как говорит один хороший человек, Азиз Абакиров, в Кыргызстане очень много ресурсов для того, чтобы развиваться. И один из ресурсов – наши мозги с вами. То есть ребята очень у нас умные,
амбициозные, поэтому почему бы не заниматься такой вещью, как программирование, и продавать свои услуги, свои знания. Вот. И если мы говорим, опять-таки, про то, что там, да, мы даем возможности, если мы говорим в целом про нашу страну, опять-таки, если мы хотим там говорить про возможность развития этой сферы, в принципе, мы там готовы сотрудничать и с госорганами по развитию каких-то, допустим, норм законодательств, которые позволяло бы молодым предпринимателям просто, быстро, легко, не заморачиваясь каких-то там оформлением каких-то бумажек, от этой бюрократии, быстро выходить на этот рынок, начать торговать. И, в принципе, этот процесс уже начат, но он очень тяжело идет, как, в принципе, да, и все там процессы в нашей стране. К сожалению, конечно, я думаю, скоро это изменится, мы очень верим в это. Вот. Но в целом сейчас нету никаких каких-то там, не знаю, там, норм, определяющих, что такое электронная коммерция, кто является участниками электронной коммерции. По части налогообложения, да, это очень важный момент для предпринимателей, сколько нужно будет платить, кому платить, за что платить, чтобы заниматься предпринимательством. И это как бы такая вещь, которую можно спотыкнуться. Да, конечно, и необходимо эту вещь совместно с государством, а от государства очень многое зависит в развитии, да, самого государства. Поэтому в целом готовы выступать как консультанты, как участники этого обсуждения. В принципе, как я уже сказал, этот процесс начат, и совместно с Ассоциацией электронной коммерции, с участниками рынка электронной коммерции Кыргызстана проводятся достаточно, ну, наверное, так, недостаточно много встреч совместно, наверное, с Министерством экономики, с другими госорганами, которые могли бы там, да, наладить рабочий процесс, рабочую группу, и позволило бы быстро Кыргызстану отрегулировать все эти вещи. А сможете поделиться какими-то хотя бы выжимками вот из того видения, которое вы... Вот из вашего видения о том, как должен рынок, например, электронной коммерции развиваться у нас в Кыргызстане? Ну, то есть, может быть, какие-то нормы включить или убрать, или вот конкретнее что-то, может быть, отрегулировать? Интересно. Я вообще сторонник такого понятия, что необходимо пользоваться лучшими примерами. Да? То есть есть образцы, есть примеры. Вот, поэтому я предлагаю использовать лучшие примеры, которые позволили другим странам, Китаю, Соединенным Штатам, другим странам Европы, которые в этой сфере продвинулись, просто использовать те же законы и применить их, локализировать на Кыргызстан. Это позволило бы там, да, не тратить много времени, не ломать много, допустим, судеб. Мы должны совместно там с каким-то, не знаю, там активной частью сообщества, которые участвуют в этой сфере, понять для себя, что необходимо для того, чтобы в Кыргызстане все было так, как хотят того сами участники. Вы упомянули про ваших клиентов, и мне очень интересно узнать, может быть, вы собирали какую-то статистику, что вот, например, там часть ваших клиентов – это образовательные какие-то компании, часть – это, например, я не знаю, это сфера услуг, или часть – это что-то другое. И вот интересно узнать, хотя бы через призму, например, там, пользователей Paybox, вообще, какая сейчас статистика? Какое вот это вот разделение между сферами деятельности? У нас в стране еще есть, наверное, такой страх, что, заказывая какую-то вещь, ты ошибешься с цветом, с размером, не знаю, тебе привезут не ту вещь, которую ты заказывал, привезут, наверное, через год, а не через неделю, как тебе обещали. И поэтому все-таки люди стараются по старой привычке ходить в обычный офлайн-магазин, где-то примерить, где-то посмотреть. То есть у нас человек должен потрогать товар перед тем, как купить. А если мы говорим про все-таки электронную коммерцию, то тебе привозят вещь, которую ты видел по картинке. Поэтому в большей части наши клиенты представляют из себя компании, которые предоставляют услуги различные. Это опять-таки по обучению. Касательно других, в принципе, вещей, мы тоже видим о том, что люди стараются создать для себя какой-то интернет-магазин, либо мы там сотрудничаем с площадками, маркетплейсами, где размещаются частные лица, физические лица, которые ведут там торговлю с другими лицами, да, либо это какие-то компании, которые опять-таки размещаются на этих маркетплейсах и продают свой товар другим желающим.
Здорово. Вот как раз один из последних вопросов у меня остался про то, вот если я, например, как частное лицо, ну вот я, например, захотела продавать какие-нибудь виниловые пластинки и хочу Класс. продавать это онлайн. Мгм. У меня есть какой-то такой очень базовый навык. То есть я, в принципе, активный пользователь интернета, я примерно понимаю, там, как сверстать сайт, что нужно делать с рекламой, как именно ее нужно настраивать. И вот теперь хочу начать продавать. И вот как Paybox, например, может мне помочь с тем, чтобы мои продажи повысить. То есть если я просто сделаю так, чтобы моим покупателям было удобнее оплачивать там либо наличными там, в терминале в соседнем магазине, Да. либо с карты, либо там, с электронных кошельков. Кстати, есть, да? У нас есть все. Классно. И вот если я продумаю этот момент, то, в принципе, я могу рассчитывать на то, что какие-то продажи уже могут начаться успешно. Абсолютно. Мгм. Абсолютно. Ну, то есть, либо ты можешь просто для себя, чтобы проверить свою теорию, там, да, получится у тебя или нет, взять патент. Мгм. То есть мы можем с тобой заключить там, да, соглашение на основе этого патента. Ты можешь подключить себе на сайт наш сервис и дать возможность твоим клиентам оплачивать тем способом, тем методом, который для них будет удобен. То есть, соответственно, получая сайт на минимальных там, каких-то настройках, подключая платежную систему Paybox Money, ты получаешь первые там, да, заказы клиентов и получаешь оплату. Быстро, легко, просто, в принципе. Классно. Как сейчас, в принципе, вообще люди, насколько часто пользуются скорее безналичными оплатами, чем вот наличными? Безналичный способ – это очень удобно, это там, безопасно сейчас уже. Это несет в себе какие-то плюшки, которые там, да, скрываются за какими-то скидками, за какими-то кэшбэками и так далее, и так далее. Опять-таки необходимо понимать, что в рамках страны мы говорим сейчас про там, да, два крупных города, это Бишкек и город Ош. В регионах, к сожалению, у нас как бы люди все еще пользуются наличными, и таких большинство. Поэтому здесь опять-таки вернусь к тому, что роль государства очень важна. Да, была инициатива по запуску национальной платежной системы Элькар, но, к сожалению, сценарий, да, использования карты, он не тот, который требовался изначально, и цель, которая лежала там, да, над этой системой, она не была до конца выполнена. Здесь, опять-таки, нужно говорить о таком понятии, как, наверное, финансовое образование. То есть людям нужно донести, что пользоваться картой – это так же, как и пользоваться наличными. Но, опять-таки, здесь есть подводные камни, такие как, допустим, отсутствие достаточно большого количества точек, где принимаются эти карты к оплате. А вы планируете открывать, может быть, или работать больше с регионами? Вот интересно, вот если как бы у вас Мы такой масштаб. планировали провести мероприятие, чтобы встретиться с бизнесменами, с предпринимателями в регионах. В том числе мы планировали поездку в город Ош, чтобы встретиться, рассказать о своем продукте, поделиться, выслушать, наверное, вопросы, ответить на эти вопросы. В целом поделиться своим опытом, который мы приобретаем в странах, таких как Россия, потому что да, там мы присутствуем в 4 странах, и сейчас достаточно активно ведем процесс по запуску нашего сервиса на Украине. То есть мы сейчас присутствуем в 4 странах, это Россия, Казахстан, это Кыргызстан и Узбекистан. Вот. И, к слову, надо сказать, что мы в Казахстане первые запустили такой сервис, как Apple Pay. Да. Классно. И, в принципе, если у нас будет возможность такая, мы этот сервис запустим и первыми в Кыргызстане. Ага.